Вся эта история началась, казалось бы, с такой мелочи. Однажды на день рождения вполне обычный мальчик Женя Яшин получает вполне обычные подарки. Ни одна игра не начинается без мяча. Хотя мяч оказался и хороший, никто не стал уделять ему особого внимания. И к началу первого тайма наш мяч вот уже долгое время пропадает зря в пыльном уголке. Макс, слушай, мама сказала, если мы уберемся в кладовке, она нам торт купит. Прикинь? Клево, давай убираться. Все, давай сделаем. О, Макс, стырь мяч. Клево, пошли в футбол поиграем. Да не, я хотел на компьютере. Ну ладно, я пойду во дворе мяч попинаю. Ну давай, пока. Там, неинтересно на компьютере играть. Тоже пойду с ним поиграю. Ты куда идешь? Привет. О, здорово, Жек. Будешь со мной играть? Давай. Давай в футбол. Давай. Стоит заметить, что Женя никогда толком не играл в мяч, разве что на компьютере. Да и его брат Макс был далеко не мастером футбола. Но разве настоящие таланты это остановит? Ну что, футболисты мои, смотрите, окно-то не разбейте. Да ладно, мам. Жека, у меня идея. Может, сделаем ворота? Да, мысль неплохая. Ну вы что? Я же только что белье постирала, а вы по простыням бьете. Да еще и мимо. Ну-ка, давайте я попробую. Жень, давай на ворота. Забила, гол! Слушай, давай я попробую на ворота. Давай, а ты вставай, пробей.
Ну-ка, давай. Ты даешь, мазила. Ну, ты совсем плохо играешь. Смотри, как надо. Немного правее возьми. Вот, правильно. Я еще научилась играть в футбол. И всех порву. Совсем немного времени спустя наш герой уже не может думать ни о чем, кроме футбола. В его голове то и дело летают мячи, кричат болельщики и бегают футболисты. Слушай, Макс, пошли в футбол поиграем. Каких до пор ты хочешь в футбол играть? Вчера играли, понравилось мне. Да ты чё, перемена до 15 минут. Какая разница, ну пошли, реально. Ну ладно, пошли, чё. Давай быстрее. А если нас физрук заметит? Да не заметит. Мы в футбол играть будем. В футбол будем. И то правда. Сходи. Поищи там. Сейчас я здесь проверю. Макс, вот он где. Здравствуйте, ребята. У вас что, тренировка? Через минуту звонок. Бежим на урок. А можно мы еще поиграем? Если вы так любите играть в футбол, то, пожалуйста, записывайтесь на секцию. А сейчас бежим на математику. А сегодня будет тренировка? Будет в 16 часов. У нас хороший тренер, он вас быстро научит. До самого вечера футболисты никак не могли нарадоваться, что теперь-то они наконец станут футболистами. Так, ты первый. Нет, давай ты. Давай на комнате. Давай. Да, давай не сейчас. Давай до 3. Нет, все, ты уже проиграл. Давай до 3. Ну ладно, давай. Вот видишь, теперь я выиграл. Нет, так будет нечестно. Вот до 9 будет очень даже честно. Давай до 9. Ладно, давай. Нет, 9 это не очень честно. Давай до 15. Так будет честнее некуда. Ну, давай. Нет, ты идешь первый. Ты проиграл. Ты проиграл. Нет, ты проиграл. Нет, ты проиграл. Что за шум? А драки нет. Кто такие? Я Жека. Я Макс. Это вы, наверное, те ребята, которые очень любят футбол. Мне про вас Анастасия Ивановна говорила. Да, это мы сами. Вы сами. Хотите заниматься футболом? Да. Ну что ж, давайте, ребят, попробуем. Проходим. Да, поздновато вы, конечно, ребята, записываетесь. У нас тут уже некоторые в сборную метят. Да мы еще всех переплюнем, да. О, какие. Придется вам усердно потренироваться. Мы готовы.
Ну что ж, отлично. Бегите в зал, будем тренироваться. После своих тренировок братья всегда оставались допоздна и смотрели, как играет старшая лига. Тренировочный зал стал сначала их вторым домом, а потом и первым. Играть только на тренировках для наших парней было совсем невозможно. Поэтому однажды Женя предложил. Извини, брат, он же обожает футбол играть. Точняк! Макс обзвонил старших братьев, друзей, назначил им встречу на стадионе. Вот так у них и состоялся первый дворовой чемпионат. Старшие братья раньше всегда выигрывали Макса и Женю в футбол. Давай, Жека! Куда финал? Но, видно, походы в секцию не прошли даром. Давай, куда ты пасуешь? Хотя, конечно, ребята умели далеко не все. Беги туда, Макс. Заходи слева. Вот, правильно. Подачу. Давай, гол! Вот, пас, передавай. Молодец. Давай! Отлично. Давай, проход. Пошел. Давай. Гол! Отлично, молодцы. Гол. Помни, как я тебя учил. Метлой. Слушай, давай побегаем. С удовольствием. Я знаю, как бегает каждый день Роналдо. На своем личном стадионе. И у меня такой будет. Ну что, пацаны, поздравляю вас с очередной победой. Но это еще не все. Сегодня утром мне звонили из Москвы и сообщили, что у нас здесь пройдет чемпионат России. И мы в нем участвуем. Но рано радоваться. С этого дня тренировки будут в усиленном режиме. Вы будете бегать по 20 километров в день и все свободное время проводить в новом тренировочном зале. Так, вот туда, заходи. Вот пас, передавай. Молодец. Чемпионат не был бы чемпионатом, если бы в нем не участвовало так много разных сильных команд из разных уголков страны. Постепенно команда выбилась вперед. Теперь она уже представляла на чемпионате свой город. Тысячи матчей, миллионы свистков арбитра. Но все это были только цветочки, когда дело дошло до финала.
Мы вновь приветствуем вас, господа. На арене сегодня столкнутся команды Коми Республики и Краснодарского края. Что ж, поприветствуем гостей. Видя Оланны Донайортьяс. Удачной всем игры. Команде соперника Пискуль, привет! Команде соперника Пискуль, привет! Игра начинается с того, что мяч уже почти залетел в ворота хозяев, но им все-таки удалось перехватить его. 4-й номер пытается пробиться к воротам соперника. Пас назад, но соперник перехватывает его, и мяч все-таки попадает в ворота Коми. Болельщики негодуют. Тем временем игра продолжается. Пас через все поле, атака, но гол забить не удалось. 18-й вырывает мяч и мчится к воротам соперника. Гол! Счет уже 2-0 в пользу гостей. 12-й разводит мяч, пасует, а гости что-то все хитрят у ворот Коми. Так, штанга! Мяч почти что вылетел за пределы поля, но доблестный 12-й номер нагло уводит мяч прочь от вражьих ног, передает своим. Нет, вратарь снова опередил всех и забрал мяч себе. Мяч проходит мимо красных. 11-й номер пинает и мимо, дамы и господа, мимо! Давай, Макс, давай, пошел, давай. Мяч ведет 3-й номер, он обходит 1-го, 2-го, 3-го, 4-го. Нет, мяч у него перехватил соперник, он стремительно летит к воротам Республики Коми. Защищай! Но защитники спят. 3-й гол. Вот так заканчивается лайн. Да, ребятки, дела у нас идут не ахти как, хорошо. Но, ребят, помните, если вы начинаете чувствовать, что вы сдаетесь, вспомните, ради чего вы вообще сюда пришли, ради чего, что выдержали за это время. И вперед. Игра продолжается. Вот уже снова мимо ворот хозяев летают вражеские мячи. Так, номер 3-й. Давай, Макс, давай, пошел, давай, молодец. Но гол! Да, это был первый гол по воротам гостей. Не успели соперники очухаться, как Максим Яшин забивает еще один гол. Это было похоже на сказку. Счет 3-2. Это ваш сын, да? Да, это мой сын! 18-й номер снова пытается атаковать ворота хозяев, но его пас не дает провернуть ребята в красном. Сидис забегает на удар, но 4-й берет реванш. Подкат, дамы и господа. Судью намыло! Только что Максима Яшина вывели наглым образом из строя. Держи, братан, покажи! Давай. Зрители ликуют. 2-й номер прорывается. Так, прорывается. Встречает сопротивление у вражеских ворот. Так, обводка. Но, и он забивает гол! Счет сравнялся. Синие разводят мяч. Перехватывай, молодец. Давай, умничка. Обводи его. Он обводит защитника. Давай. Бей, поворотом бей! Да, Яшин забивает гол. На последних секундах игры забивает. Молодец! Это мой парень! Молодец! Республика Коми побеждает в этом матче со счетом 4-3. На спине у Евгения Яшина надпись:
Это гол! Гол для мамы! Да, Яшин обнимает своего брата Максима. И вот на поле появляется их мама.